Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я проведу отсыпочку на такую тему. События будущей недели. Что вас ждет, что поменяется, что придет, что уйдет из вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть важная и нужная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какой у вас голубь. Прям тут, слава богу, чудо. Очень хорошие новости. Ждите просто потрясающих, хороших новостей. Новости придут, и жизнь сразу поменяется. Настроение поменяется, ощущение, восприятие поменяется. Но тут прям голубь, шикарный голубь, красивый, еще и смотрит в вашу сторону, да, смотрит вправо. Это ваша сторона. Тучи. Какие бы тучи плотные не обложили небо, либо вокруг вас не собирались, поверьте, эта птичка прилетит и все поменяется. У кого-то это в прямом смысле слова письмо, послание. Письмо может быть и бумажное, и электронное. Также это могут быть звонки, это может быть даже человек, которого вы посчитаете добрым вестником, ну, таким вот голубем добра. Также, мои хорошие, если был какой-то конфликт, серьезный конфликт, к вам придут мириться. К вам придут, именно к вам, да, вот кто с вами поссорился, человек придет, протянет вам руку, пальмовую ветвь, не знаю, там конфетки, подарки и скажет: я хочу помириться, потому что это неправильно, мы не должны ссориться. Я был неправ, я была неправа. В общем, много-много потрясающих вещей услышите. Если была ссора, будет примирение. И еще, если говорить глобально, возможно, какие-то заявления о каком-то мире, примирении. Может быть, даже какие-то люди, которые вам знакомы, где-то кто-то там помирился, либо проблемы отступили. Да? Вот хорошие вести, хорошие новости. Но эта птичка сделает вам всю неделю. Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, настроение у вас будет просто потрясающее. Даже какие-то там колючки, либо неприятные моменты быстро будут уходить, вы не будете на них акцентироваться, потому что настроение у вас хорошее. Вот эти новости, вот это письмо, либо момент примирения будет вам сердечко греть. Дальше, мои хорошие, кого-то спасать будете на будущей неделе. Спасать в прямом смысле слова. Ну, мало ли, кошка на дерево залезла, а слезть не может. Либо там, не знаю, собачка, да, потеряла хозяина, и вы ее спасаете, разыскиваете хозяина. Ну, может быть, это и не собачка, и не кошка, может, это человек, да, которому нужна помощь. Помощь может быть нужна вот действительно момент спасения, там, предупредить, посоветовать, подсказать. И также момент, когда вы действительно человека спасаете, ну, в прямом смысле слова, да. И если бы не вы, то и человека бы не было. Причем я не вижу, что вы будете об этом думать в момент, когда вы спасаете. Вы не будете об этом думать, вы просто будете делать то, что вам говорит ваше сердце. Вот, без всякой задней мысли, как говорится. Но в глазах других людей вы герой, вы героиня. Очень много теплых, приятных слов услышите в свой адрес. Очень много. От знакомых, незнакомых, от тех, кто присутствовал, от тех, кто потом после узнает с чужих слов. Но вас все будут хвалить. И вот эта энергетика добра, которая идет с разных людей, да, от разных людей в вашу сторону, конечно, она сделает свое дело. То есть у вас даже, смотрите, запрет на какой-то негатив, на какие-то камни, на какие-то выпады в вашу сторону. Даже если люди хотят, намереваются, планируют, не смогут. Не смогут, потому что вы как будто бы на волне славы, на волне популярности, о вас все говорят только хорошее. И вот эти злопыхатели, кто зло замышляет, они побоятся действовать, они не смогут действовать. Вот как-то так. Планы их не разрушатся. Да, говорить о вас будут много, и говорить будут о вас очень хорошие вещи. Дальше букву Е показывают с левой стороны. Если вас зовут на букву Е, ну, полное имя, например, да, на букву Е, либо ваша фамилия на букву Е,
то здесь событие идет, которое все для вас как будто бы перевернет. Откровение, открытие, случится то, чего не ждали, случится то, что казалось невозможным. Просто вот будете в шоке. Вам даже несколько там часов, а может и дней понадобится на то, чтобы прийти в себя. Если в вашем окружении есть люди, кого зовут на букву Е, вот с ними что-то такое случится, от чего вы тоже будете в шоке и долго будете об этом думать. Я не могу сказать, хорошее это или плохое. Это с левой стороны. Это то, чего никто не ждет. Да, и предсказать последствия, либо что это за событие, я не могу. Это событие, знаете, оно как будто бы гром среди ясного неба. Но каких-то особо плохих знаков я не вижу. Но я и хороших не вижу. Это то, чего не ждете. Вот и все. Именно это и произойдет. Дальше, мои хорошие. Кто у меня работает, кто посещает работу, либо у вас свое дело, у вас прям вспышка энтузиазма, какие-то новые задумки, их реализация, прям будете гореть на работе. Вот прям почувствуете, что у вас вдохновение пришло, да, что вы можете больше, вы хотите большего, вы хотите себя проявить. Так будете работу свою делать, что все прям ахнут. Если вы работаете с клиентами, то все будут прям под впечатлением выходить, знаете, вот такое состояние, Господи, да, она же мастер от Бога, да. Если вы работаете на кого-то, по найму работаете, то, конечно, наживете себе завистников. Вот честно предупреждаю, потому что ваши коллеги будут смотреть и думать: «Ой, какая хитрая», да, либо «Ой, какой хитрый», пытается тут выслужиться, да, что это тень на нас отбрасывают, самый что уникальный сотрудник, а мы что, нам что, увольняться что ли теперь, да, к нам начальство будет плохо относиться, либо начальство теперь планочку задерет, да, и нам всем придется работать. Но зато ваши руководители, начальники, конечно же, большой плюсик в ваше личное дело поставят. И, кстати, мне еще идет, что вы конкретно чье-то уважение заслужите. Вот как начальник, руководитель, вот прям зауважает вас человек. Ну, а сотрудники, коллеги будут, конечно, очень недовольны. Будут считать, что вы выскочка, да, либо что вы карьеристка, либо карьерист. А у вас просто вот это вдохновение идет, у вас свежие новые идеи, у вас хорошее настроение, понятно, и работать хочется, и проявлять хочется себя, и как покорять карьерные высоты хочется, да, добиваться там результата гораздо больше, чем раньше был. Просто вас уже будет не остановить. Как настроение задает тон всему, чем вы занимаетесь, всему тому, что вы делаете. Так, у кого-то встреча идет. Если это будет свидание, то свидание достаточно такое, знаете, молчаливое, можно так сказать, да. Мужчина будет молчать, либо женщина будет молчать. То есть тот, либо та, с кем вы пойдете на свидание, будет себя очень тихо и молчаливо вести. На то есть причина. Человек что-то обдумывает, и человек боится что-то вам предложить. Да? То есть как слова прилипают к горлу, да, либо язык к небу прилип. И человеку очень сложно будет решиться вам что-то сказать. И будет казаться, что человек какой-то замкнутый, отрешенный, молчаливый, как сам не свой, да. Сам не свой мужчина, сама не своя женщина. Не берите близко к сердцу. Знайте, что ваш любимый партнер к чему-то готовится. И явно это не что-то плохое, наоборот, это что-то очень хорошее, судьбоносное, то, что меняет в корне положение вещей. И это как отправная точка в новый виток ваших отношений. Если это будет какая-то деловая встреча, либо это будет встреча там, с кем-то, родственниками, да, скорее всего, человек будет молчаливый и задумчивый. Возможно, человеку есть что скрывать, либо человек действительно обдумывает какой-то разговор, но не решается, пока не решается. Значит, это не про плохое речь, это про хорошее. Да? Ну, просто человеку нужно больше времени, чтобы осмыслить, либо как придумать, продумать вот этот ход предложений. Просто дайте время. Не надо обижаться, не надо искать подвоха там, где его нет. Опять же, учтите, что люди могут и уставать, и настроение, и болеть что-то может. Да? Человек просто может так реагировать. Быть молчаливым и задумчивым, на самом деле у человека там температура поднялась, да? Либо там живот крутит, и поэтому лицо такое грустное. Вот. Не придумывайте проблем там, где их нет.
те люди, с кем вы будете встречаться, ну вот именно встречи будут происходить, к вам очень хорошо и позитивно относятся. Поэтому я не вижу здесь плохого. Дальше, мои хорошие, у кого-то из вас сердце в кармане, чье-то сердце у вас в кармане, а вы об этом не знаете, но зато другие люди знают, понимают и говорят. Скорее всего, кто-то обозначил свою позицию в сторону вас, либо как-то себя вел, может быть, заступался за вас, и все такие: ага, точно, это человек влюбленный, влюбленный в нее, либо влюбленная в него. У вас сердце в кармане, но вы об этом не знаете. Но все в округе об этом знают и это обсуждают. Если до вас какие-то сплетни, слухи дойдут на будущей неделе, высказывания, да, без вас на ком-то женили, либо выдали замуж, знайте, что в этих словах есть правда. Действительно будут обсуждать вас и влюбленного в вас человека. То есть это правда. Все правда, до единого слова. Ну, может, не до единого, но тем не менее, это правда. Так, чей-то слоненок так напрягается, знаете, хобот свой пытается выше закинуть, чем это возможно. Хороший знак на самом деле, но так своих слоников перенапрягать не стоит. Мои хорошие, то ли вы прям на полную включили режим экономии, то ли вы решили заработать все деньги мира, да, за эту неделю. Ну, сами понимаете, да, не нужно злоупотреблять и не нужно усердствовать настолько сильно, особенно если это не нужно. Экономия все-таки должна быть с умом, да, не стоит себе прям во всем отказывать, ну и не стоит работать, да, по 24 часа в сутках, не стоит оно того. Должен быть здоровый баланс, да, работа, отдых и что, личная жизнь. Вот. А так как вы, ну, вас надолго не хватит, либо вы рискуете где-то к субботе выйти в выгорание. Ну, к чему это? Это ни к чему. Слоник справа, в принципе, все контролируемое, все у вас под рукой. В принципе, вы на хорошем счету, у вас все получается, либо вам не нужна такая вот отчаянная экономия, да, лучше поберегите себя, поберегите свое здоровье и свою нервную систему. Если вас кто-то будет принуждать к какой-то адской экономии, пошлите этого человека на 3 буквы, вот прям без всяких объяснений, без всяких разговоров, уговоров. Вот так и говорите: пошел, либо пошла, и вот эти 3 буквы. Все, как волшебное слово сработает. Не нужна такая отчаянная экономия. Все, не надо так жить. Это очень губительно для нервной системы. Нервная система просто не вывезет. Вот этот страх, что я лишнюю копейку потрачу. Господи, так нельзя. Нельзя, это неправильно. Дальше. Женщина в костюме клоуна. Как, знаете, колесо делает. Смешно, будет смешно. Мне идет, что какая-то женщина очень сильно опозорится, потеряет свою репутацию, ну, разрушит свою репутацию, да, в глазах других людей, ну, просто посмешище. Ее за что-то будут высмеивать, скорее всего, за вот это колесо, за этот трюк, да. Ее будут высмеивать, и высмеивать ее наряд, ее поступки, ее действия. И я вам так скажу, это только лишь начало. То есть эта женщина своим поведением, своими действиями, своими поступками буквально открыла ящик Пандоры. И этим бедам, которые из этого ящика полетят, не будет ни конца, ни края. Эту женщину вы знаете, возможно, у вас уже сложилось мнение о ней, может быть, даже вы ее предупреждали, что если ты будешь продолжать, либо усердствовать, да, ты вот реально вылетишь в трубу. Ну, что, собственно, и происходит. То есть еще один ваш прогноз полностью сбылся. С чем я, кстати, вас и поздравляю. То есть эта женщина сама себя разрушила. Ну, по-другому тут и не скажешь. Позорное позорище. Все. Все, уже никак не отмыться, не оправдаться и ничего уже не исправить. Я не могу сказать, что вы там будете злорадствовать, либо вы будете радоваться. Просто это логично. Да? Вы это предвидели, вы это предсказали. И вот оно произошло. Все. Песенка этой женщины спета. Так, еще у вас слева глаз. Будет ощущение слежки, что за вами кто-то следит, что вашими делами кто-то интересуется. Смотрите, отчасти вы будете правы. За вами следят те, кто
испытывает к вам очень теплые и нежные чувства. Я не могу конкретизировать, кто конкретно будет следить, но если вы почувствуете слежку, так оно есть. Следят те, кто не хочет вам навредить, а наоборот хочет вас уберечь, подстраховать, либо вмешаться в нужный момент. Да? Вот для этого люди за вами следят. И да, вам не кажется, так оно и есть. Дальше у вас будет выбор на следующей неделе. Но выбор такой, знаете, сложный, очень сложный. Выбирать вам придется между какими-то очень хорошими вариантами, но очень разными между собой. То есть каждый вариант по-особенному хорош. Захочется все сразу, но все сразу нельзя. Нужно будет выбрать что-то одно. И вот тут вы, конечно, можете прям, знаете, застыть, залипнуть на этом выборе, потратить много времени, и прям голова может разболеться. Ну, потому что я хочу и то, и это. Ну, почему я должна выбирать? Вот. Но выбор все-таки придется сделать. Вот как в последний момент вот будете тыкать пальцем, вот что будет, то будет. Дальше, мои хорошие, фонтан, ну, маленький. Но это какое-то веселье, с кем-то будете веселиться, может быть, куда-то пойдете, там, в ночной клуб, либо ну, какое-то мероприятие веселительного характера. Может, дома какой-то праздник у вас будет, да? Может быть, какая-то развлекательная тематика идет. Весело проведете время, и вам так понравится, вот как будто бы вы сможете расслабиться, целиком и полностью сможете расслабиться. Дальше, перевернутые очки. Не забывайте свои очки, если вы пользуетесь очками, это прям очень важно, потому что забытые дома очки могут стать прям проблемой, да? Вам нужно будет что-то написать, подписать, прочитать, увидеть, да? А вы такая, не могу, очков нет. То есть может быть проблемой. И если вы не носите очки, не пользуетесь, да, у вас все хорошо, слава богу, со зрением, то тогда вы не замечаете чего-то, что происходит буквально у вас под носом, ну, либо у вас за спиной, ну, где-то рядышком с вами происходит. Вы просто этого не замечаете, вот не видите, то ли глаз замылился, то ли вы, в принципе, да, вот чем-то своим заняты, о чем-то своем думаете и каких-то вещей не видите. Надо быть все-таки повнимательнее, да. Дела делами, мысли мыслями, но нужно быть начеку и всегда вот тщательно и внимательно все просматривать. Да, вот кто-то что-то может делать, а вы не замечаете. У кого есть дети, какой-то детский вопрос будете решать, может, в школу вызовут, да, может, ребенку что-то нужно приобрести, там, компьютер, либо там, не знаю, книжки, тетрадки, может, какое-то оборудование там, для учебы, для спорта. Вопрос будете решать, столкнетесь с очень незрелыми людьми, либо с незрелым человеком и достаточно таким пофигистом, знаете, вот человек, ну, такой, типа, да отстаньте вы от меня, да ничего не знаю, да, как-то будет разговаривать, как будто бы это не какой-то преподаватель, а, не знаю, подзаборный какой-то товарищ. Очень будет неприятно, но с другой стороны вопрос нужно решать, и вам понадобится вся выдержка и все самообладание для того, чтобы с этим человеком хоть как-то прийти к какому-то, ну, конструктивному диалогу, либо, в принципе, да, какой-то вопрос решить. Придется понапрягаться. Вам потребуется переводчик, да, который сможет общаться и с вами, и с тем другим человеком. Но ничего, терпение, труд, все перетрут. Дальше. Люди с большой разницей в возрасте. Причем мне показывают, что женщина значительно старше, а мужчина значительно младше. Вы знаете, мужчина будет оказывать женщине знаки внимания. Женщина сначала такая, типа, показалась, да? Ну, не может быть. А как поймете, аж вспыхнете, скажете, ох ты, проказник, да? Внучок, ты что творишь? Ну вот действительно, молодежь путает, все путает. Вот. Немножко как-то, знаете, даже разозлиться сможете. Ну, потом как бы успокоитесь. Да, молодой мужчина ухаживает за женщиной, которая значительно его старше, прям очень значительно старше. Здесь даже не мама, здесь вот именно как внук. Понимаете, мужчина как внук. Ну, прям маленький мальчик придет и будет там вам цветы дарить и замуж предлагать.
Потом будете вспоминать, с кем-то будете это обсуждать и очень много будете смеяться по поводу этого. Может, с подружкой будете сидеть, обсуждать, может быть, там с мужем, но прям посмеетесь от души. Сначала вам это не покажется смешным, но потом уже, когда успокоитесь, да, вам покажется, что это очень смешно и забавно. Дальше какие-то загребущие руки тянутся к вам, но вы как будто бы предчувствуете это, да, у вас, скорее всего, будет предчувствие. Кто-то попытается вами воспользоваться, либо вас обмануть, либо что-то из вас выудить, а у вас будет предчувствие. Причем предчувствие очень сильное. Это может быть и урчание в животе, это может быть мигрень, это может быть, знаете, вот как крутит что-то, да, в организме крутит, там руки может крутить, ноги может крутить, там спина крутит, побаливает. Голова может кружиться тоже. Вы прям почувствуете перед тем, как вы встретитесь с этим человеком. В момент встречи боль будет усиливаться. Вот. Это вам, кстати, подсказка. Реакция организма пойдет на плохого человека, который тянет к вам свои загребущие грязные руки. Дальше, мои хорошие, вам кто-то что-то будет предлагать. Но предложение такое, знаете, неосновательное. Вы лучше предложение видали. И вам нужно будет найти слова, чтобы человеку как-то деликатно отказать, да, деликатно, чтобы не обидеть человека, ну и поскорее разойтись с этим человеком. Прям будете сидеть и придумывать, либо стоять и придумывать. А человек такой, знаете, вот на полном серьезе, вот бери и все, это лучшее предложение. Вы такая, ну нет, это не лучшее, зря ты так. Что-то будете придумать, но вы выкрутитесь, я вижу, вы и человека не обидите, и отказать откажете, красиво откажете, и как-то очень быстро даже этот разговор закончите. Тут я вам аплодирую стоя, вы молодец, вы большая умничка. Дальше, мои хорошие, показывает, что муж жене будет чрезмерно благодарен. Благодарен настолько, что аж, знаете, и руки, и ноги готов целовать. На руках готов носить, лошадкой готов вашей быть. Что вы для него сделаете, чем поможете, там, предупредите, посоветуете, жизнь спасете. Что-то вы такое сделаете, что ваш муж будет вам так чрезмерно благодарен. И это прям не может оставить вас равнодушной. Прям такая, скажете, ничего себе, мой муж способен на такие вещи. И знаете еще, что этот момент, он как переломный момент в ваших взаимоотношениях. Если муж не был покладистым, либо муж был гонористым, ну, обладал плохим характером, то после этого дня вы его прям узнавать перестанете. То есть будет меняться, на глазах будет меняться, шелковым будет становиться. Сначала вас это будет смущать, со временем, ну, вы привыкнете, быстро привыкнете, поймете, что вам такой новый муж очень даже нравится. Возможно, девочки, как раз-таки в этот момент и случится этот перелом, когда вы всецело и полностью заслужили его доверие. Либо вы ему и делом, и словом доказали, что вы на его стороне, и все, что вы делаете, говорите, идет ему во благо. Вот мне идет чувство благодарности, именно чрезмерной благодарности. Дальше рыбка. Большая, очень большая рыбка, она как-то плавает вдали от вас, а у вас удочка короткая. Ну, такую рыбу навряд ли такой удочкой выудишь. Это разве что она к вам подплывет. Вам эту рыбку надо чем-то приманить. Вот действительно, да, вот эти опытные рыбаки, они ведь там сами эту приманку готовят, либо там это покупают. Ну, у каждого рыбака есть своя любимая приманка, которая ему всегда приманивает рыбу. Вот и вам здесь советуют подумать над приманкой. Как вы можете приманить столь огромную рыбу? Ну и тоже подумайте о своей удочке, потому что удочка у вас, ну, такая хлипенькая, да? То есть такую огромную рыбу, ну, наверное, нужно не только удочкой, но и этим сачком, да, подсекать. Вот. Вам, возможно, потребуется чья-то помощь, чья-то рекомендация, совет, а вам потребуются дополнительные инструменты, и вам, возможно, какой-то новый подход нужно искать к тому делу,
которому лежит душа, либо к тому делу, которое вас сейчас кормит. Рыба просто гигантская. Это, знаете, это чудо-юдо рыба-кит, да? Не какая-то мелочь пузатая, а именно конкретная рыба рядом с вами плавает. Вот если постараетесь, если приманите, может, она и сама на берег выкинется, да, к вам выкинется, ну, либо близко подплывет, и вы ее там раз и поймаете. Надо очень стараться, очень и очень пробовать всякие новые методики, внедрять новые методики. Нужно не бояться, нужно не откладывать, не перекладывать. Там делом нужно заниматься вот прям регулярно и постоянно, с самоотдачей. Хотя у вас тут и энтузиазм, но вот еще и такая рыба к вам приплывет. Дальше, мои хорошие, на будущей неделе у кого-то, вот особенно у метеозависимых людей, могут быть неприятные моменты. Это может быть день, может быть несколько дней, но вот что-то в этом плане у вас выходит. Поэтому будьте готовы, примите меры, ну, либо составляйте свое как расписание недели согласно прогнозу погоды недели, чтобы не было каких-то сюрпризов. И еще очень много каких-то негативных разговоров будет ходить на будущей неделе. Я не могу сказать, что это с вами связано, потому что это с левой стороны. Это может быть связано и с вами, и с людьми, которые рядом находятся, либо с людьми, которые, как и вы, в такой же жизненной ситуации. Какие-то негативные новости кто-то специально будет разгонять. А люди мнительные, люди трусливые, они просто будут подхватывать и еще больше раздувать все новости. Вы им не верьте, этим новостям, в них правды нет. Это все выдумка от первого до последнего слова. А вот правда, она обязательно раскроется. Но раскроется чуть позже, чем события будущей недели. Может быть, не на будущее, а через неделю раскроется правда. И то, что может вас очень сильно опечалить, на самом деле в будущем вас очень сильно порадует. То есть, ну, допустим, да, вот как пример, абстрактный пример. Вы хотите участвовать, допустим, в какой-то программе, льготу получить, либо там субсидию получить, да, вот хотите участвовать. И тут на следующей неделе начнут разгонять, что все, такую-то категорию граждан, такого-то возраста, с таким-то состоянием прошлым, да, не принимают больше на эту программу. Да, им всем будет отказано, всех заворачивают, а кому дали, у тех отбирают. Да, вот такие будут разговоры, и прям будут клясться, доказывать. А неделя пройдет, а выяснится, что мало того, что они всем продолжают давать, так они еще, например, условия облегчили, да, входа в эту программу. Гораздо легче теперь условия. Поэтому не верьте, заранее не расстраивайтесь. И пока вы достоверно вот своими глазками не прочитали документ, на котором стоит там печать, штамп, подпись, да, должностного лица, не верьте. Просто не верьте. И даже не слушайте, чтобы не расстраиваться. И если кто-то с пеной у рта будет вам доказывать, что я точно знаю, мне сказали с первых рук, то же самое, на 3 буквы посылайте, и пусть идет вслед за тем, кто заставляет вас экономить. Вот там и вместе будет интересно, будет что обсудить. Вот, не верьте и не слушайте. Ну и если мы подытожим, у вас в венце знак Овна. Это очень хороший знак. Это знак энергии, это знак огня. Это знак того, что смелым, активным и дерзким все как горы покорятся. Да? Нет невозможного для человека, который смелый, активный и дерзкий. Вот под знаком Овна можно добиться чего угодно, сколько угодно и в тот срок, который вам необходимо. И также здесь намек на каких-то 2 события, которые прям действительно принесут вам максимальное удовольствие, максимальную радость. Моменты, в которые вы себя ощущаете довольной жизнью. Я не буду говорить счастливой, либо счастливым. Нет, довольной. Довольной жизнью, довольной жизнью. Вы понимаете, что вот хорошо, а все-таки хорошо, да? Моменты радости. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.